Для многих людей с ограниченными возможностями здоровья книга является окном в большой внешний мир. Илишевская центральная районная библиотека в этом году значительно продвинулась в этом плане, ведь здесь созданы безбарьерная среда и условия для доступности людей с ограниченными возможностями. Проведены работы по программе «Доступная среда» на общую сумму более 1 миллиона рублей. Быйылга келгенде инде биз өзүбүздүн районный центрдагы библиотекада ремонт жасадык. Мунун хакына келгенде инде 1 миллиондан артык сум акча бизге кайтты. Һәм район өлүшүсү финансирование 60 миң акчаны түзүп, биз ремонт эшләдек һәм кирәкле оборудованиелар алдык. Шулай итеп, biz үзебезнең китапханада мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен уңайлы шартлар тудырдык. Барыбызны да көтүп калабыз. Рәхмәт итегез. При входе установлен пандус. При одном нажатии на кнопку маломобильных читателей встречают сотрудники библиотеки. Оборудованы поручни, расширены дверные проемы, приобретен лестничный подъемник. Он позволит посетителям на колясках беспрепятственно попасть на 2-й этаж. Что немаловажно, проведен соответствующий ремонт в санузлах. А еще для удобства людей с ограниченными возможностями в библиотеке были установлены особые информационные системы внутри здания, нанесена тактильная разметка. При входе в центральную районную библиотеку и на 2-м этаже установлены мнемосхемы, которые оформлены шрифтом Брайля. По этим схемам незрячим нашим посетителям понятно, как и куда пройти. Чудеса современной техники сегодня открывают мир книг и для людей с проблемами зрения и слуха. Именно для этой категории посетителей в библиотеке закуплено специальное оборудование. Портативная индукционная система позволяет людям с нарушением слуха слышать звуки более четко. То есть многие люди пользуются слуховыми аппаратами. Данный аппарат усиливает функции слухового аппарата. Мы надеемся применять их при проведении наших мероприятий. Данный аппарат называется Tiflo Flash Player. Он предназначен для незрячих людей или людей со слабым зрением. То есть на этом аппарате можно прослушивать говорящие книги, аудиозаписи, таким образом не ограничивать себя в чтении любимой литературы. Tiflo Flash Player готов к работе. Режим говорящие книги. Внешняя карта. Книга 1. Фрагмент 1. Одна из задач любой библиотеки – это оказание помощи в получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в обществе. Поэтому так важно, чтобы библиотека стала доступным местом для людей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня двери Илишевского храма знаний открыты абсолютно для всех. Дорогие наши читатели, несмотря на то, что сейчас сложилась непростая обстановка в связи с угрозой распространения коронавируса, библиотеки района работают в штатном режиме. То есть вы спокойно можете прийти сдать книгу или взять новую для чтения. В учреждениях соблюдаются все необходимые санитарные требования безопасности. А теперь еще в нашей центральной районной и детской районной модельной библиотеке появились благоприятные условия для обслуживания населения маломобильных групп. Мы постарались учесть требования относительно пребывания в библиотеке колясочников, слабовидящих, слабослышащих людей и просто людей, для которых нелегко подниматься или спускаться по лестнице, перешагивать пороги. Особенно хотим отметить, что приобретенное нами оборудование позволит нашим читателям не ограничивать себя в посещении библиотеки, не ограничивать себя в чтении любимых книг. Мы временно прекратили проведение творческих встреч в очном режиме, но мы активно работаем в режиме онлайн. То есть на нашем сайте, на странице ВКонтакте нашей Центральной районной библиотеки вы можете прочитать, увидеть последние новости учреждения, ознакомиться с нашими мероприятиями. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».